Только величайшее искусство, музыка, способна коснуться глубины души. Достичь такого высокого контакта со слушателями удается только избранным. Этим объясняется триумф российских музыкантов в Германии. Адам и Дали Гуцериевы блестяще выступили в Лейпциге и тронули людские сердца красотой своего творчества. Интересный факт, что именно Лейпциг называют музыкальной столицей Германии. Здесь жили и творили такие великие композиторы, как Бах, Вагнер, Мендельсон. Город известен во всей Европе первоклассными операми, концертами классической музыки и музыкальными фестивалями. Расцвет музыкальной жизни города в XVIII веке, безусловно, связан с деятельностью Иоганна Себастьяна Баха. С 1902 года здесь проводится международный фестиваль Баха, на который съезжаются самые именитые музыканты со всего мира. На 120-летие этого фестиваля выступили наши музыканты: пианист Адам Гуцериев и его сестра, виолончелистка Дали Гуцериева. Их гастроли прошли в рамках большого концертного тура по городам Ближнего Востока и Европы. Напомним, что ранее молодым дарованием рукоплескали зрители Египта, Австрии, Турции, Арабских Эмиратов. На счету российских музыкантов выступления с лучшими оркестрами мира: с Датским королевским оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Большим симфоническим оркестром имени Петра Чайковского, с королевским ансамблем Ковент-Гарден и другими. Работа с такими прославленными дирижерами, как Владимир Федосеев, Керри Лин Уилсон, Владимир Спиваков, Даниэль Оран, и это далеко не весь список. В Лейпциге Адам и Дали выступили с камерным оркестром Давида Герингаса. За дирижерским пультом сам маэстро. Это уже не первое выступление Дали Гуцериевой в Германии. Она солировала здесь в 2016 году. Напомним, что Дали окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского, затем училась в ее аспирантуре. Имея за плечами колоссальный опыт концертных выступлений, она по-прежнему принимает участие в музыкальных конкурсах, считая, что они держат музыкантов в тонусе, заставляя оттачивать мастерство и поднимать планку исполнения. Напомним, что Дали Гуцериева одержала победу на международном конкурсе виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, в международном конкурсе в Манчестере, завоевала вторую премию конкурса «Один» в Дании, третью премию и специальный приз на конкурсах в Японии, а в этом году выиграла American Virtuoso Competition в Нью-Йорке. Когда я его играю, я испытываю какое-то чарующее одиночество, поскольку я играю всегда его соло, его сюиты Баха, и когда ты один на сцене играешь, какое-то единение, вот знаете, наступает, и для меня это очень как будто личная музыка. А вот брат Дали, пианист Адам Гуцериев, с гастролями в Германии впервые. Адам – студент Московской консерватории имени Петра Чайковского. Как и его сестра, он неоднократный лауреат и победитель многих престижных международных соревнований: 7-го международного конкурса молодых пианистов Амигдала в Италии, Manchester Music Competition Великобритания, 6-го музыкального конкурса в Париже, 2-го международного конкурса в Брюсселе. А в этом году Адам Гуцериев занял первое место в берлинском конкурсе Fanny Mendelssohn International Competition. Исполнительское мастерство юного пианиста и его виртуозное владение инструментом отмечают не только профессиональные музыканты и зрители, но и критики. Бах имеет такое огромное музыкальное наследие, что в каждом великом композиторе последующих времен можно увидеть его влияние. И это, мне кажется, очевидно и в клавирной музыке особенно. Для меня, наверное, опять же, я в своей школе полностью сдавал оба тома хорошо темперированного клавира. То есть у меня был экзамен, где мне нужно было сыграть тему из каждой прелюдии и фуги. И поэтому, да, с Бахом я провел очень много времени. Я очень много слушал его сюиты, и английские, и французские сюиты. Так что для меня очень важный композитор, конечно.
Концерты российских музыкантов состоялись в старейшем здании Лейпцига в стиле барокко. Оно было построено в 1678 году и несет в себе многовековую историю. Существует мнение, что стены способны хранить память столетиями, и в таком случае мы можем с уверенностью отметить, что наши музыканты Дали и Адам Гуцериевы оставили после себя красивую музыкальную память в легендарном зале Германии.